Итак, друзья, всем привет! Мы продолжаем серию видеоинтервью на Азия Плюс, и сегодня в выпуске мы будем говорить о недавно прошедшем онлайн-концерте Тоджикон, о станции метро Душанбинская и о том, как обычному парню из Таджикистана открыть чайхану в столице России. И сегодня моим гостем стал бывший сотрудник Азия Плюс, хотя все мы прекрасно знаем, что бывших азиатов не бывает. Аслишо Акимбеков. Аслишо, привет! Приветствую тебя. Очень рад Как... тебя видеть. Да, взаимно слышим. Ну и давай, наверное, сразу мы начнем по горячим следам, поговорим про недавно прошедший концерт, онлайн-концерт благотворительный Тоджикон. Когда и кому в голову пришла эта идея? Совершенно случайно я сидел, и когда вся эта истерика началась вокруг пандемии, каждый стал неким, простите за такое, как говорится, слово, пророком, каждый стал аналитиком, каждый стал экспертом. Я просто сел и задал себе вопрос, что я могу сделать для того, чтобы народ хотя бы вот в этой сложной ситуации чуть успокоился. И почему-то в этот момент, когда я думал, я смотрел телевизор, и там был фильм про Отечественную войну, и во время войны КамАЗ по вот этим фронтам ехал и давал концерты. Я сказал, что это просто, ну то есть я реально понимал ужас того момента и понимал, что в этот момент даже эмоциональное состояние солдатов, да, вообще вот тех людей, которые отдавали свою жизнь за Родину, это было действительно очень важным моментом. И я просто хотел поставить себя на месте тех людей, которые не занимаются ничем, да, то есть они просто сидят дома и не понимают. Я просто понял, что как человек, который организует мероприятие, я должен что-то сделать для эмоционального состояния людей. И я позвонил Далеру Назарову, я позвонил другим людям, с кем я всегда советуюсь, я услышал обратную связь, и все, пошло-поехало. И мы увидели 24 мая самый большой онлайн таджикский концерт. Да, если я не ошибаюсь, он длился около 6 часов, да? 6 часов 36 минут. Отлично, прям 6,5 часов, это дорогого стоит. Ну и по поводу подготовки, как долго шла эта самая подготовка? Потому что, насколько я знаю, то есть у тебя есть огромный опыт в организации обычных, то есть живых концертов. Но это совершенно новый формат, да? Насколько сложно это было? То есть я имею в виду созваниваться со звездами, приглашать их на этот концерт. Расскажи, как это было. Благодаря этому концерту я понял, что я, во-первых, не бизнесмен, это однозначно, потому что в некоторых интервью меня называют предпринимателем, бизнесменом, потому что благодаря моим дружеским отношениям, братским отношениям с артистами, благодаря вот этим теплым отношениям с людьми, которые работали со мной, этот проект был организован за кратчайшее время, потому что когда я только начал говорить о его значимости, меня артисты, мои друзья и технические работники стали перебивать и говорить: это классно, слышу, мы тебя поддержим. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто поддержал в этом проекте. И этот проект был организован в течение 2 недель. В течение 2 недель мы это организовали, и даже спонсоры, которых я не могу назвать спонсорами, они реально были донорами. Даже они, компания Мегафон Таджикистана отдала, ну я не могу назвать это просто, как бы, может быть, Да, это по понятным конфиденциально, причинам. но за очень короткий срок они мне дали положительный ответ. За очень короткий срок компания I'm Different просто, она вместо того, чтобы как спонсор говорить: так, ребята, вот этот процент вы сейчас получаете, они все деньги сразу перечислили и сказали: ребята, делайте это. Поэтому это было круто. И потом мне один человек сказал, что этот проект состоялся благодаря тому, что это было от души. И эта душевность почувствовалась даже тогда, когда вы стали это проводить. И даже несмотря на то, что там было много технических нюансов во время прямого эфира, даже зрители на это стали закрывать глаза, потому что это все было душевно. Ну да, отдельное спасибо хочется сразу выразить партнерам, которые помогли в организации этого концерта. Вот. А по поводу музыкантов хотелось бы спросить, насколько легко они соглашались, потому что это все-таки, ну, некоммерческий проект, как ты уже выразился, да, то есть музыканты работали не за гонорар. То есть насколько легко они шли вот на этот контакт и говорили: да, Слишом, мы с тобой, мы будем участвовать в этом концерте. Все очень легко. Еще раз повторяю, что с теми артистами, которые выступали, абсолютно со всеми артистами, и в том числе с Фарго Дарио, и в том числе с Фарго Дарио, кстати, не получилось выйти на связь, потому что технически мы, ну, короче, это долгая история. Я надеюсь, что скоро
мы исправим эту ошибку. С Анди, со всеми я разговаривал лично, и они просто говорили, все окей. То есть не было такого момента, что я звонил менеджеру, потом менеджер обсуждал с пиар-агентом. Не было такого. Поэтому все было легко, и это было очень круто. Это был первый мой легкий проект, когда я не занимался вот этими бюрократическими, административными вот этими делами, а просто звонил, и они говорили да, 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 да. Куда бы я ни звонил, я слышал постоянно слово «да». Были артисты, которые мне отказали, но это была моя вина, потому что я не смог им правильно преподнести. То есть никто в этом проекте не виноват. А вообще были такие музыканты, вот которых очень хотелось видеть на этом концерте, но по каким-то причинам не получилось у них? Я не могу назвать имена этих артистов, потому что они уже дали согласие на второй проект, но с ними не получилось, потому что эти артисты находились дома, и там не было вот этих возможностей выйти на связь. Допустим, у некоторых артистов даже не было музыкального инструмента, а учитывая, что там были пожилые люди дома, то был риск, что кто-то придет, что-то передаст. То есть это была действительно такая уникальная ситуация, что люди хотели, но не могли, потому что это была действительно такая неудобная ситуация. Ну, здорово. А вообще, была ли какая-то цифра, сколько людей ты ожидал, чтобы присоединились к просмотру этого концерта? Первоначально, скажу честно, мы планировали, что концерт будут смотреть 80-100 тысяч человек. Мгм. Потому что сначала, как обычно, для меня, как человек, который вот больше творческий, я думал, что нас будут смотреть 2 миллиона, 3 миллиона, потому что элементарно на персидском, на таджикском говорят более 90 миллионов человек, то есть у меня были такие цифры. А потом я стал разговаривать с ребятами с Лондона, наши соотечественники, и один из них мне сказал очень такую реальную цифру, 80-100 тысяч, но когда все, мы стали это организовывать, и когда партнеры стали поддерживать, когда пошла уже обратная связь со стороны обычных людей, через 3 дня после концерта, через 2 дня после концерта нам независимая организация, которая занимается статистикой, которая действительно помогла нам это все правильно сделать, отправила статистику более 330 тысяч просмотров. Сейчас оно выросло несколько раз, но вот эта цифра была через 2 дня после концерта, что нас посмотрели по всему миру 330 тысяч человек в 28 странах мира. Более 28 странах мира. То есть это невзирая на твои амбициозные такие мысли, да, по поводу миллиона или полутора, то есть превзошли ожидания вот эти 330 тысяч человек по всему миру. Да. Здорово. И, насколько я знаю, это был благотворительный концерт, то есть там собиралась денежка, и по итогам было собрано около 20 тысяч сомани для помощи медработникам в нашей стране. Каким образом происходил вот этот сбор денег? Я скажу вам так, когда мы планировали этот концерт, он не был благотворительным. Он был просто бесплатным онлайн-концертом, потому что мы хотели просто эмоционально поддержать людей. Я с большой осторожностью всегда отношусь к благотворительности, потому что там, где деньги, там нужны очень серьезные люди, там нужно серьезное отношение к деньгам, там нужны люди, которые этим занимаются и знают, как это делать. И когда осталось по-моему, 1,5 недели до мероприятия, неделю до мероприятия, мы стали разговаривать с Пейшафтом, а Пейшафт — это организация, которая занимается этим действительно профессионально, они не коммерческая организация, которая, это очень крутые ребята. И мы стали разговаривать, я сказал, давайте мы сделаем так. Они сказали, очень круто. И потом, уже за несколько дней до мероприятия, мы добавили слово «благотворительность». Потому что я понял, что этим людям можно доверить, и эти люди действительно оправдали мои ожидания, и это очень круто. Так, и каким в итоге образом происходил сбор средств? Это просто люди донатили, то есть переводили на карту, или как это было? Учитывая, что это мой первый онлайн-проект, Баха, я просто не могу это все рассказывать, потому что... Понятно. Давай как Сейчас, я быстро это скажу. Во время нашего второго проекта все будет по-другому, но я настолько не был готов к этому онлайн-проекту, что мы не смогли правильно преподнести, а так мы бы собрали очень много денег. Мы просто выявляли Пейшафт TJ
на экран, и только благодаря вот этой строчке нам удалось 20 тысяч сомони собрать. Ну, отлично. Я думаю, что эти деньги, они очень будут сейчас полезны для медиков нашей страны. И, судя по всему, самоизоляция, она идет на пользу, да, потому что вот появился вот такой вот онлайн-концерт. Но что ты еще успел сделать за время карантина, пока сидел дома? Я успел познакомиться со своей семьей заново. Я понял, что я не офисный работник. Я понял, что можно на удаленке работать. Успел прочитать пару книг и успел запланировать пару проектов на 2021 год, потому что я отношусь к 2020 году вообще непонятно как, я не знаю, что будет дальше. Поэтому на 2021 год у меня уже есть 3 проекта. Успел запланировать проект «Станция Душанбинская». Вот об этом, То кстати, есть мы тоже поговорим. все на уровне планирования. То есть я понял, что такое тайм-менеджмент, я понял заново, что такое менеджмент. Это действительно, это очень грустно, что происходит все вот это, но такое впечатление, что это нужно было. Я опять же к этим словам тоже отношусь как-то непонятно для себя, но как-то все иначе стало для меня быть. Можно сказать, что в какой-то степени это пошло на пользу для Да, развития самого себя. да. Отлично. Ну вот ты сейчас неоднократно уже упомянул о том, что планируется второй онлайн-концерт. Может быть, раскроешь пару деталей каких-нибудь? Понятное дело, что все еще не готово до конца, но тем не менее. Буквально в пару деталях. Хочу сказать, что он будет очень международным. Хочу сказать, что а, те люди, которые связывают свою жизнь, или в их жизни есть частичка Таджикистана, они попадут на родину благодаря вот этому видеоконтенту, который мы планируем. Он будет полностью лайфом, полностью. То есть, если в первом проекте у нас были такие видеоклипы, такие моменты, потому что технически нам было трудно, в этом будет полностью лайф. Еще я хочу сказать, что это будет очень таким, то есть интерактива будет очень много. У нас будет включение со всего мира. То есть даже в моей голове есть такая тема, что вот планета, да, и там вот эти точки идут, в которых будут наши подключения, таджикистанцы. Вот заметьте, таджикистанцы, не Да. только таджики, а таджикистанцы. Потому что для меня Душанбе остается все-таки самым интернациональным городом, я не знаю, мира. Поэтому мы объединим в этом проекте всех таджикистанцев. Ну что ж, отлично. Я уверен, что все получится, потому что план действительно амбициозный, очень интересный, и с удовольствием мы будем, в свою очередь, поддерживать в силу наших возможностей. Ну и по поводу станции Душанбинской. Вот ты уже сейчас буквально упомянул о том, что у тебя и в будущем будет этот проект, но, насколько я знаю, в прошлом году, в 2019 году, был живой концерт с участием и российских музыкантов, и наших таджикских музыкантов. В общем, международный такой был концерт. Казахстана. Да, из Казахстана для того, чтобы цель была такая, если я не ошибаюсь, для того, чтобы сделать одну из станций метро в Москве, назвать Душанбинской. На каком Да. этапе вообще сейчас вот этот проект? По поводу того, чтобы назвать какую-то станцию Душанбинская, я на самом деле получил такую некую обратную связь о том, что это возможно. Не могу раскрыть как бы другие подробности, но мы к этому вернемся, когда закончим второй проект или начнем его реально. Сам проект находится на стадии того, что мы его сейчас разрабатываем, потому что мы хотим чуть-чуть его по-другому сделать. Я его хочу сделать чисто такой визитной карточкой и хочу, чтобы туда попадали москвичи, то есть вообще вот россияне, потому что пусть через этот проект люди попадают в Таджикистан, чтобы люди знали, кто такие таджики, таджикистанцы, Таджикистан. Поэтому он пока на стадии разработки. Я очень хочу в этом году привлечь крутого режиссера, потому что мне реально трудно быть и организатором, и ведущим, и режиссером, и, я не знаю, проект-менеджером. Но в этом году я обязательно хочу... Вот было бы классно, если бы я, допустим, имел возможность поработать с Барзу Абдуразоковым, да? Не знаю, насколько он может быть вот в этой культурно-массовых мероприятиях, но хочется, чтобы это не был просто концертом. Итак, пожалуйста, артист, он там вышел, ла-ла-ла. А вот что-то какое-то вот, что-то там происходило, чтобы люди вот попали вот в это пространство, ушли и пошли к себе домой и сказали своему сыну: слушай, вот, Егор, знаешь, я вот был на станции Душанбинской, ты знаешь, вот, Таджикистан, и вот он начал разговаривать.
Вот хочется, что всегда, вот в последнее время у меня такое, я хочу не то, чтобы люди получали удовольствие от процесса мероприятия, а чтобы они вот выходили с этого концертного зала, и чтобы что-то в них поменялось. Вот я хочу вот этого. Но подожди, получается, что вот первый концерт, который прошел в прошлом году, в 2019 году, то есть там тебе не понравилась сама, то есть как само все было организовано или что, то есть раз ты хочешь расширить? Либо все Не, мне, прошло гладко, но... я очень люблю общаться не как журналист. То есть, если я сейчас включу себя как журналиста, я буду говорить очень такие, там, да, знаете, все было прекрасно. Я хочу быть открытым. Мне не понравилось то, что я сделал акцент на своих соотечественников, и мы заполнили зал только на 50%. Несмотря на то, что Vegas City Hall считается одним из лучших площадок Европы. То есть, ни разу там не было таджикского мероприятия. Я думал, что все наши таджики скажут: о, это круто, давайте все. И когда я увидел, когда мне сказали, только 60% заполнено, я сказал: понятно. Я понял, что я поменяю формат. Мне не понравилось то, что кто-то говорит, что реклама была плохая. Кто-то говорит, что это ослешло твои проблемы. Но благодаря этому я понял, что это буду делать для тех людей, которые не знают Таджикистан. Поэтому, Ну, а как ты извините думаешь... за то, что я говорю правду, но станция Душаминская будет для гостей. Понятно. А вот как ты думаешь, почему, по какой причине все-таки зал не заполнился на все 100%? То есть, понятное дело, тебе говорят, там, может быть, реклама была не та, что-то, может быть, еще что-то не так. Но вот твое личное видение, почему зал был наполнен наполовину? Я сделал дорогие билеты. Я сделал дорогие билеты в том смысле, что мне просто реально не хотелось, чтобы там... Я скажу вам так, я скажу вам открыто. Мне кажется, что таджикистанцы это вот не тот народ, который вот это, вот это, понимаете? То есть свадьба это да, вот это, но концерт это концерт. Я реально не хотел, чтобы он был таким, я хотел, чтобы там была такая аудитория, которая могла послушать, могла поаплодировать, могла потанцевать, вот так. Поэтому я сделал билеты такие, и как-то народ сказал: да ну, концерт, кто, сколько? Да ну. И пришли те люди, которые вот пришли ради музыки. И в этом году, если, конечно, все будет хорошо, я эту политику культурную также буду продолжать. Ну что ж, мы, в свою очередь, желаем тебе только удачи и уверены, что у тебя все получится. И еще один момент. Мы знаем, что буквально недавно ты в столице России, в Москве, где ты сейчас находишься, открыл чайхану. Видели мы фотографии, она выглядит просто шикарно, интерьер просто соответствует всем стандартам, которым должна соответствовать чайхана. Расскажи немного о ней. Как тебе пришла в голову эта идея? Эта идея не моя. Эту идею мы сделали вместе с очень толковыми ребятами из Таджикистана, которые здесь давно живут. Проект был действительно хорош, потому что когда мы стали разговаривать, и я понял, где это будет, я сказал: ребята, я с вами, потому что это прямо в центре, это прямо на Арбате. Причем центром Арбата считается вот то место, где Маракан. Но, к сожалению, я сейчас не отношусь к этому проекту, потому что у меня появились немножко другие планы по поводу этого проекта. У них были другие, ну, как обычно, то есть бизнес, творчество. Поэтому я понял, что с ресторанным бизнесом я больше не буду себя связывать, потому что я и бизнес это пока два человека, которые разговаривают на вы с друг другом. Поэтому, а сейчас Маракан, он работает, там, это действительно один из тех проектов, которые я просто обожаю, потому что когда люди заходят, они, знаете, что там происходит? Там люди кушают плов и вот так начинают смотреть. Такое впечатление, что они получают удовольствие и от еды, и от того, что они видят. Поэтому даже несмотря на то, что я сейчас не в проекте, я поддерживаю этот проект, я приглашаю туда своих гостей, я провожу день рождения своих детей там, день рождения своей супруги, поэтому еще раз добро пожаловать в Маракан. Гостей приглашаешь, а бесплатно-то кормишь наших соотечественников? Нет. Но если видим, что, допустим, заходит человек, который, ну, ты понимаешь, что он не может себе позволить, он говорит: ассаламу алейкум, конечно, там плов, чай, но все туда приходят, знаете, причем ты иногда делаешь, когда скидку своим соотечественникам, они говорят: нет, не делайте, потому что мы хотим поддержать вот хотя бы этим ваш проект.
Ну что ж, Аслишо, спасибо тебе большое. И теперь, как всегда, по старой доброй традиции, наверное, пожелания от тебя нашим таджикистанцам, нашим соотечественникам. Винок Дусуни Азиз Радио Эксода ФТФМ, да, по привычке. Хочу, во-первых, передать всем сотрудникам Азия Плюс большой привет, огромное спасибо Азия Плюс за такую школу. А таджикистанцам хочу сказать, что скоро мы снова будем гулять на наших громких свадьбах, смотреть на эту всю красоту, обнимать друг друга, говорить ассалам алейкум. Поэтому говорят «Дуньё баумедаст». Поэтому надежда есть. Хонободон, берегите себя и слушайте хорошую и настоящую живую музыку. Отлично. Спасибо, Аслишо, тебе большое за то, что нашел время с нами сегодня побеседовать. Мы тебе желаем творческих успехов и чтобы все твои планы, которые ты запланировал, все они осуществились. Спасибо большое. Итак, друзья, напоминаю, что с нами сегодня на связи был наш соотечественник, который работает долгое время в России и в Москве, Аслишо Акимбеков. Удачи. Пока.